Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Алексей. Сегодня у нас с вами будет видеообзор тонального крема «Спокойное сияние». Это тональный крем от компании Avon. Он у нас уже выходит в принципе давно, и вы знаете, у меня это один из самых ходовых тональных кремов, поэтому я решил поделиться с вами сводчами этим тональным кремом. Я думаю, что благодаря этому видео он будет еще больше ходовой. Ну, по крайней мере, вы сможете определиться с тональным кремом, который вам больше подойдет. Вот, смотрите. Сейчас в линейке этого тонального крема стало 7, правильно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 видов. Но у меня, как изначально, вот 5 тональных оттеночков пользовались спросом, так вот они у меня и остаются. Поэтому у меня в наличии именно 5 первых вот Ivory, Night, Крем, Almond и Beige. Вот, у меня они в наличии, я вам сейчас все это вам продемонстрирую. Ну что, давайте начнем. Вот так вот выглядит тональный крем. Он идет вот в такой вот коробочке. Коробочка идет с описанием. На коробочке у нас идет, друзья, идет название тонального крема, оттеночка Ivory, дата выпуска. Срок хранения тонального крема идет у нас 3 года, как у всей косметики, с даты производства. Но есть у нас вот здесь снизу такая информационная страничка. Здесь вот у нас вот этот значок означает, что после вскрытия баночки хранить 24 месяца, не более. Вот, в принципе, вводная информация. Их 2 вида. Один идет у нас «Спокойное сияние», который у нас, в принципе, так он легкий, да, сияющий тон. Что тут у нас пишут? Освежает цвет лица, скрывает следы усталости без эффекта маски. Вот. И второй тональный крем, это матовый. Сегодня о нем не будет речи, но если вам это видео понравится и вы поддержите меня лайком, комментарием, то я обязательно сделаю и на матовый тон. Ну что, будем двигаться. Давайте, чтобы не растягивать видео, начнем. Этот тональный крем, он очень удобен тем, что у него есть дозатор. То есть при использовании можно просто нажать на дозатор, выдавить столько, сколько вам нужно крема и делать макияж. Я буду его использовать не выдавливая, вот таким образом, потому что мне будет так удобнее наносить. Девчонки, что хочу сказать, по консистенции он довольно жиденький крем. Вот смотрите, я сейчас окуну кисточку. И вот ждем, пойдет капелька. По сравнению с матирующим тоном, он, что-то капелька не идет, он намного жиже. Так, это у нас первый тональный крем. И знаете, что еще хочу сказать? То, что у меня часто клиенты, те, которые берут этот тональный крем, возвращаясь за этим кремом еще раз, они забывают название. Я всегда говорю, что вот здесь название на обратной стороне тоже пишется. Видите, Ivory. Но, к сожалению, это название со временем, оно напечатано на прозрачной пленке, она стирается. Тут же у нас есть еще и срок годности. То есть дата выпуска этого тонального крема, она вообще быстро стирается. Поэтому имейте в виду. Я иногда своим клиентам говорю, что отрывайте вот это ушко, закрывашечку коробки и храните ее у себя в сумочке. Ну что, вот так и по порядку мы с вами будем смотреть. Давайте обозначим, что мы смотрим под этой. Вот здесь у нас идет сияющий тон, а вверху у нас идет матирующий. И первый у меня на руке я нанес Ivory, слоновая кость. Ну вот. Вообще это тональный, он сам по себе, он светлый. Давайте будем делать так. Здесь я как бы наношу этот, а здесь вот буду втирать его поболее. Вот, вообще этот тональный крем, он светлый, но вот эта слоновая кость, она идет немножечко с розова. То есть один из самых, наверное, ходовых, это вот Ivory. И второй оттеночек, Night, светлый, он прямо вот они между собой, эти два тональных крема, они очень ходовые, очень.
оба они светлые, только этот у нас слоновая кость, а этот у нас светлый. И если слоновая кость, он идет немножечко с розовой, вот вижу даже, вот у меня в принципе на камере передается, что видно, что он немножечко с розова, то вот этот он прям светленький. Давайте я его тоже нанесу. Что-то я слишком большой кружочек нанес. Так, резкость. Резкость. Вот, резкость. Сейчас я немножечко еще уберу свет. Еще, наверное, надо будет, я еще сделаю фотографию, чтобы было более понятно. Но в любом случае я уже вижу отличие с каталогом очень сильное. Отличается сильно от каталога. Но, друзья, у этого тонального крема есть пробник, как в принципе у многих тональных кремов компании Avon. Пробник этот сейчас стоит, боже мой, я уже не помню. Ну, может быть, даже тенге 80. Вот, честное слово, я забыл, сколько стоит этот пробник. Вы можете, прежде чем заказывать полноценную версию, вы можете у своего представителя попросить заказать пробник этого тонального. Попробуйте сначала пробник, если вам уже понравится сам пробник, тогда уже можете заказывать полноценную версию. А мы тем самым переходим с вами к следующему оттенку. Название крем, светло-бежевый. Название крем, запатентованное название крем, а обычное название светло-бежевый. Так, это уже он, знаете, более такой натуральный. Он уже более такой натуральный. Видно, что он, естественно, он будет темнее прежних оттенков. Даже если их рядом положить, я еще раз говорю, у меня камера, я вот вижу, как он передает. Вот так вот по возрастанию идет. Для меня это так тяжело. Девчонки, когда делают, блогеры, такие обзоры, им проще. Они могут на себя нанести и рассказать. У меня с этим сложнее. Ну, что хочу сказать, кстати, по аромату. Аромат у него довольно приятный, такой легкая отдушка. Так, и двигаемся дальше. Следующий у нас идет песочно-бежевый. Он еще на тон, наверное, темнее крема. Ну, понятно, потому что он светло-бежевый. А этот идет уже песочно-бежевый. Вот, в принципе, визуально смотрится, как будто они одинаковые. Как будто одинаковые, но в любом случае он все-таки должен быть... Да что-то он не открывается. Угу. А он почему-то у меня светлее получился. Может быть, это еще от тела зависит, не знаю. Но если по каталогу смотреть, то да, светло-бежевый он все-таки выглядит темнее, чем песочно-бежевый. Но не знаю я. Напишите, девчонки, комментарий, пожалуйста, поддержите меня, потому что мне сложно делать такие обзоры, но я научусь, и рано или поздно их буду делать так же, как распаковка заказов. Быстро, четко и красивые будут фотки. Так, ну и последний оттеночек, с которым я хотел вас познакомить, это теплый бежевый. Вот он прям, знаете, он прям бежевый-бежевый. Он очень темный, он у меня, его очень редко заказывают, но тем не менее он есть. Он есть, вот даже тут тоже, если посмотреть визуально, он намного темнее всех этих тональных. Ну, давайте от слова к делу. Нанесем и его.
Ну, кстати, но тюбик смотрится вообще темный-притемный, а здесь вот он не такой темный. Ну, для смуглых, я думаю, что самый раз, да? Ну, вот прям. Получается, все-таки, смотрите. Давайте я еще, знаете, как сделаю? Я еще возле этих сводчей я еще все-таки сделаю капельки. Я думаю, что так будет поинтереснее, да? И не отходите сейчас, не выключайте видео. Я сейчас обязательно сделаю фотографию, чтобы на фотографии, может быть, будет более интереснее передача цвета. Так что вот, друзья, вот такое вот видео. Я надеюсь, оно вам было очень-очень полезным. Вот. Так, все закрыли. Ну что, подведем итог. Давайте еще раз посмотрим оттеночки. Первый у меня на руке, это у нас идет слоновая кость Ивори оттеночек. Он светлый, он, знаете, он идет с розова. Второй оттеночек, это он так и называется, светлый. Рука прилипла к каталогу. Так, третий оттеночек, это у нас светло-бежевый крем. Четвертый оттеночек, это у нас идет алмат песочно-бежевый. И последний, ну что у меня есть в наличии, это тепло-беж. Он самый такой темный. Ну и я еще, знаете, не заказывал, не выписывал. У меня клиенты, кто-то уже заказывали, какие-то тона были на заказе. Но я не выписывал, для обзора не стал. Но здесь, смотрите, тут даже по каталогу видно, что нежно-розовый вот он с розова. Ивори Пинк тоже вот он прям розовая, слоновая. Прям розовый-розовый. А вот этот интересный, нежный беж. Тоже ближе к натуральному. Не знаю, как-нибудь надо обязательно попробовать. Ну что, друзья, еще раз говорю, что сейчас я с вами попрощаюсь, но я добавлю фото, обязательно посмотрите. Постараюсь сделать очень красивый снимок. На этом у меня все. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно вам было очень полезным. Поддержите меня, пожалуйста, лайком. Напишите комментарий. Может быть, дайте совет, как лучше передавать сводчи в видеообзорах. Я, прежде чем делать этот обзор, я попытался в интернете посмотреть блогеров, но девчонки наносят на себя, ну мне такие видео попадаются, мне наносить на себя я не смогу так рассказывать. Вот, поэтому как есть, так есть. Я надеюсь, что очень был вам полезен сегодня этим видео, и до встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Пока.